1343 год. Единая монгольская империя, созданная Чингисханом и уйгурами, уже мертва. Ее труп в Анатолии растаскивают мамлюки, византийцы, турки-османы. И тут на арену битвы выходит уйгур Насреддин Эретна. Он создаст государство, которое переживет его на века. Как же уйгур стал королем Анатолии? Его отец, уйгурский воин Тайджу, служил монгольской империи верой и правдой. Сам Эретна доверенный военачальник при дворе Ильхана Абу Саида и наместник Анатолии. Когда Ильхан Абу Саид умирает в столице Тебризе, оставляя хаос и кровавую бойню за трон, Эретна едет спасать Анатолию. Битва при Кадеша. Мятежный монгольский князь Тимур-Таш идет на Сивас, на Эретну. Убейте выскочку уйгура. Но Эретна не трус. Он выезжает на бой лично. Его воины не монголы, турки, абузы, греки, армяне. Они верят в него. И он побеждает. Эретна понимает, его сила в справедливости. Он запрещает грабежи, снижает налоги, судит по Корану и Есе Чингисхана. Народ шепчет, он не завоеватель, он отец нации. Теперь он султан Эретна. Его столица Сивас. Его стиль – гениальный синтез. На монетах – уйгурская тамга рядом с арабской шахадой. В судах – законы шариата и монгольская яса. В архитектуре – уйгурская резьба плюс персидская голубая плитка. Он строит гок-медресе в Сивасе. Его прозвище Кёпрюлю – строитель мостов. Он соединил народы. Когда в Европе режут еретиков, в Сивасе шиит, суннит и христианин спорят в медресе. Его секрет – истина не в вере, она в знании. На Западе поднимается новая сила – османы. Они как монголы прошлого, жесткие, беспощадные. А Эретна стареет. В 1352 году он умирает. Последние слова – берегите не земли, берегите людей. Его династия будет управлять Анатолией более полувека и станет основой будущей Османской империи. Его внучка Девлет-Шах вышла замуж за османского султана Баязида, оставив уйгурскую кровь турецким правителям. Турецкий народ спрашивает, так что же оставил нам уйгурский бег? Династия Эретна Агулары или дети Эретна? Династия, основанная уйгуром Насреддином Эретна, который в 1327 году провозгласил себя независимым беем в Центральной Анатолии после распада Сельджукской империи и Илханидов. Государство Эретна простиралось от Коньи Анкары на западе до Эрзурума на востоке, включая важные города Самсун на Черном море и северные районы Малатии. Государство Эретна стало важной силой в Анатолии и было много построено, от мечетей до мостов и дорог. Сохранившиеся мечети и гробницы свидетельствуют о богатой культурной и религиозной жизни государства. Династия Эретна Агулары уйгурского происхождения, но уйгуры правили мультикультурным обществом, в котором соседствовали турки, курды, армяне и греки. Их династия стала примером успешного слияния уйгурской государственности с местными традициями и культурой. Государство Эретна стало базой для формирования Османской империи. Уйгурская династия Эретна Агулары стала важным связующим звеном между эпохами монгольского владычества и становления Османской империи. Их вклад в культуру и цивилизацию Анатолии – это укрепление уйгурской тюркской идентичности, развитие городов, искусства, науки и укрепление торговых связей, что заложило фундамент для будущего процветания региона. Уйгуры Эретнаиды финансировали строительство мечетей, медресе, караван-сараев и других общественных зданий. Их архитектура сочетала традиции уйгуров, сельджуков и монголов с местными влияниями, создавая уникальный анатолийский стиль. Под властью уйгуров Эретна Агулар территория Анатолии развивалась как важный центр торговли и ремесел. Через их земли проходили важные торговые пути, связывавшие Черноморское побережье, Малую Азию и Восток. Это способствовало экономическому подъему и культурному обмену, как везде, где управляли уйгуры.